Карабулаке будет открыто 8 избирательных участков. Один из них на базе Музея изобразительных искусств города. Всего в 3 дня выборов тут ждут более 2500 избирателей. А на всех 8 избирательных участках города их ожидается более 15 тысяч. Оснащать УИКи урнами, кабинками для голосования и ящиками для бюллетеней будут уже ближе к выборам. Чтобы избежать столпотворения, тут учтут и все меры защиты. На входе обязательно обработка рук, маски, перчатки и одноразовые ручки. У нас будут соблюдены обязательные нормы. Это разметка нашей избирательной площади, в частности, где будет находиться избирательные кабины и ящик. Здесь будет проведена соответствующая разметка, где избиратель может зайти с одной стороны и выйти с другого входа. 206-й участок оборудован и камерами видеонаблюдения, так что за прозрачность и чистоту выборов избирателям сомневаться не придется. Сотрудники МЧС недавно проверили и противопожарную систему. Проверка по линии ЧС проведена в данном случае на наличие пожарной безопасности и установили факт, что пожарная сигнализация, огнетушители и все к ним сопутствующее у нас на участке в наличии. В связи с коронавирусной инфекцией выборы депутатов Госдумы и региональный парламент будут длиться 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Сейчас в Карабулаке проводится активная работа по информированию жителей. Более того, от них уже поступило около 300 заявлений по системе «Мобильный избиратель». Нововведение действует для тех, кто не сможет проголосовать на участке по месту регистрации. Со 2 августа по 13 сентября начал работать пункт приема заявлений. Это в территориальной избирательной комиссии. Это избиратель может прийти и подать заявление, чтобы он проголосовал по месту нахождения. А с 8 сентября по 13 сентября заявления будут приниматься во всех участковых избирательных комиссиях. Это удобно для избирателя. Если он не сможет на своем избирательном, где он прописан или зарегистрирован, проголосовать, он может это сделать, подав заявление по месту нахождения. Для сотрудников УИКов проводят подготовительные курсы Российский центр обучения избирательных технологий. А в ТИКе открыта круглосуточная горячая линия. Любой желающий может позвонить по номеру 44 52 39 и ему окажут консультативную помощь. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.